номер 12 31 май 1912 жылы Қазақстан газеті Оралда шыққан. Редакторы бүгін Юрий Бүйрін қайда дұрыс па? Да, мына статьяны қараңызшы, сол кезде шыққан. Вымирание кочевников. Северокавказские кочевники, калмыки, ногайцы и караногайцы вымирают каждым годом. И возможно, что через каких-нибудь 20-30 лет от них монгольских племен не останется следа. Вымирание их началось вслед за окончательным покорением Кавказа, когда русские начали систематически спаивать кочевников, пробирая у них за бесенок, скот, лошадь, снимая их в аренду, громадные пространства плодородных земли. Водка для крепости настаивалась на табак, махорках, а бумажные деньги уплачиваемые кочевники нередко оказывались фальшивыми из-за своих их кочевники гнили в тюрьме и шли в Сибирь за поселением. В начале 60-х годов прошлого столетия степи кочевники были золотом домом для этих цивилизаторов, из которых впоследствии вышли миллионеры Ставрополя, Владикавказа, Пятигорска и Ростов-на-Дону. Сонда көптен орыс миллионерлер, особенно біз мына мұсылмандарды, қазақтарды, ноғайлардың бәрінде араққа жаңағыдай алқаш қылып байыған ғой. Славились и мирный грабеж. Славились и мирный грабеж кочевников продолжается и в настоящее время, 1912 жылда. Но по ней пережитых, конечно, размахах, большая часть кочевников разорились окончательно. Теперь кочевники вымирают от сифилиса, натуральной оспы, пьянства, ранних браков и голода. Русская болезнь, так называется кочевники сифилиси. Свела в степях очень прочное гнездо и сил поражения старцов, новорожденных детей. Пьянство видят беспробудные, причем сплошь и рядом пропиваются все, даже последние лошади. Осылай бізді қазақтарды, мұсылмандарды алқаш қылып, орыстар байып құртқан ғой әлде. Жалғасып кетті. 1912 жылы Юрий Бүйрін осы туралы жазып отырған статья. Әлі түкті өзгерген жоқ керек болса.